Здравствуйте, мои дорогие, любимые! Сегодня мы продолжаем цикл наших индивидуальных, почти индивидуальных раскладов на одну позицию. И сегодня тема такая: что принесет вам будущее, как вы поступите или должны поступить в скором времени. Но сегодня мы с вами сделаем совсем необычно. Во-первых, вы можете погадать так на себя. Да? То есть ваше будущее и ваши поступки. Как вы скоро будете вести себя в жизни, что предпримете и к чему приведут ваши действия. Да? Но вы можете погадать так и на загаданного человека. Выбрать для себя, на кого вы будете гадать. На себя или на кого-то, кто вам важен. И я для этого использую, раз у нас много женщин гадают, да, два лака для ногтей. Сегодня так решила. Ни камни, ни перышки, ни ракушки, а лаки для ногтей. Вот выберите тот цвет, какой вам больше нравится. А я вам скажу, на какой я загадала вас, а на какой человека, которого вы здесь загадаете. И если вы выбрали для себя цвет не тот, который я загадала, значит, вы гадаете на человека. Если вы выбрали цвет, который я загадала, значит, вы гадаете на себя. Поняли систему? Надеюсь, что поняли. Пишите, поняли или нет. Итак, задумались? Конечно, я загадала этот лак. Это тогда вы, да? Вот если вы угадали, что я загадала вот этот лак, значит, это все, вы на себя гадаете. Если вы загадали на себя красный, значит, вы гадаете на загаданного человека. Как он поступит в ближайшем будущем в жизни. Как у него судьба будет складываться, какое у него будет будущее, что там будет. Так, я буду все равно диктовать этот расклад, как будто бы для вас, да, или как для человека, который сидит напротив меня. Как будто бы я с ним веду диалог. Гадать я буду на Гуд Таро, Колет Барон Рейд. Уж больно мне нравится эта колода, она невероятная. Вот смотрите, какая она красивая, да? Невероятная колода. Убираю коробку. Давайте перемешаем нашу колоду. Тщательно перемешаем ее. Если вдруг вас интуиция подвела опять, да, то смотрите по главному герою. Кто пришел на расклад, и вы поймете, себя загадали или загаданного человека, кого смотреть, да. И вообще, конечно, не панацея, да, вот это вот интуитивный выбор. Итак, давайте сдвинем 3 раза. Все равно кто-то ко мне пришел на расклад. Вот сдвинем этому человеку 3 раза. Чтобы узнать, что там на дне колоды, что говорят высшие силы, так скажем, этому человеку. Что вам сказали высшие силы, извиняюсь. Я перевернутые карты не читаю. Итак, тут у нас паж воздуха. Смотрите, карта показывает все-таки проницательность, и нежность и хороший вкус. Карта часто говорит о том, что вы, возможно, встретите в ближайшем будущем человека, с одной стороны, умного, с другой стороны, как будто бы слишком проницательного, слишком видящего правду в других. И с таким человеком, главное просто быть честным, да? И тогда сложатся замечательные дружеские отношения. Не бойтесь общаться с такими людьми, они на самом деле гораздо лучше, чем о них можно подумать. У них было сложное детство, да, но в любом случае, психологические травмы, но в любом случае этот человек изнутри хороший. Он может мстить и подставлять только тех, кто делает гадости. То есть, если человек хороший, он сам будет тоже с ним очень хорошим и честным. Так, давайте теперь смотреть дальше. Кто главный герой? Кто пришел ко мне на расклад? Вот давайте это обсудим сейчас. У меня все карты перемешались тут, знаете, вниз головой, туда-сюда. Но я читаю прямые, сразу говорю, да. Вот кто у нас пришел, так это двойка воздуха. Посмотрите, какая прекрасная дама. У нее есть 2 птички, птички в коронах даже. Вот смотрите, как красивая. Она сама танцует, а птички сидят у нее на ручках.
Это человек, который в жизни обретает равновесие. Это человек, который пытается быть в гармонии со своим телом, с этим окружающим миром. Получает две новости сейчас, да? Именно на пороге две новости. Эти новости будут хорошие. Эти новости будут, может быть, как письма выглядеть. Или как разговоры такие вот, да, по душам. Но эта информация очень нужна. Эта информация в короне, да, то есть она очень нужна, она для вас полезна. И в то же время она радует, она как лучик света в темном царстве. То есть вы свою душу согреете этой информацией. Конечно, это карта человека, который на многое может смолчать. Это карта человека, который старается жить в мире и согласии с другими людьми. Но многое внутри себя пережигает, пережимает, мучает его, когда он молчит. И вот эта боль, она внутри вся собирается. Конечно, это сложно, вот, переживать какие-то трудные моменты такому человеку, который вот эту боль внутри хранит и мало о ней рассказывает, высказывает ее. Но это зато для многих людей приятный человек, не конфликтный, а старающийся жить вот именно в гармонии с окружающими. И не нагружать их своими лишними, да, для них, да, как будто лишними проблемами. Он считает его проблемы для других лишние, а чужие проблемы для него как свои. Вот видите, какой человек вы, да? Ну или тот, кого здесь загадали. Такой вот отзывчивый человек. И также вы как будто иногда и не видите недостатков других людей. Прям не хотите их видеть. Потому что эти люди вам дороги, вы не хотите их обижать. Хорошо. Что недавно произошло в жизни вашей? Ну или человека, которого вы загадали, да? Что произошло недавно? 8 кубков. Здесь мы видим человека на берегу, кто смотрит вдаль и видит корабль. И также сундук с чем-то, да, ну вот как может с жемчугом или с какими-то драгоценностями. Вы могли отправляться недавно в путь или искать свое счастье, а также ожидать кого-то. Карта часто показывает, мол, жду отправления или жду прибытия чьего-то, да, или жду чьего-то, может быть, ответа на свой какой-то внутренний вопрос, жду разговора с кем-то, жду открытия тайн этого человека, да. И также карта, она показывает, что хочется отвернуться как будто бы от других, потому что много закрытости в характере. Хочется мечтать о будущем, но не рассказывать об этих мечтах другим людям, да, не посвящать их в это. Хочется строить планы на отъезд, переезд, может быть, смену жизни. Но пока не хочу об этом никому рассказывать от слова совсем. Не хочу, чтобы кто-то знал о моих планах. Мне не нравится, когда люди ковыряются в моем белье. Я могу их поддержать. Они пока не могут слышать мои планы, мои мечты вот эти, да? О чем вы в связи с этим думаете? Ну вот в связи с этими последними событиями, ожидания корабля, да? О чем вы думаете в связи с этим? 10 воздуха. Вот у вас столько вот прям воздушных, да, карт, каких-то вот таких печальных, что ли. Смотрите, карта показывает, что вы в связи с этим думаете об окончании чего-то и начале нового, что идет сейчас финал, вот как финиш, да, чего-то в жизни. Но новый этап скоро начнется, но пока что только жду. И в связи с этим идет даже некоторая, может быть, печаль и надежда, опять же, на будущее. Но также надежда есть на ангела-хранителя и попытка с ним общаться. Мы здесь, правда, видим ангела в женском обличье. У вас есть ангел. И вы как будто бы вот всей душой тянетесь к тому, чтобы общаться с этим ангелом. И в связи с этим думаете о молитве. И о том, чтобы высшие силы вам как-то помогали на вашем пути, на трудном пути, на
пути к осуществлению вашей мечты, ваших планов в жизни. Финал. Что за финал? Нужно что-то бросить, оставить, отпустить. Нужно с чем-то или с кем-то распрощаться. И да, это, конечно, вызывает некие грустные, такие ностальгические чувства. Что вы собираетесь предпринять? Шестерка воды. Вот видите, воздух, много воздуха и пошла вода, да? Шестерка воды. Вы собираетесь быть человеком, который умеет расстаться с прошлым, да, и поддержать других в этом. То есть предпринять именно то, чтобы отпустить свои эмоции и воспоминания. Предпринять действия по поводу того, чтобы проработать в себе какие-то даже психологические травмы и постараться дать себе надежду на лучшее будущее. Вообще, также эта карта, она показывает, что здесь идет, вы знаете, как отражение какое-то. Вы смотритесь будто бы вот в этот мир, как в зеркало, да? И вы собираетесь вот поменять изображение этого зеркала. Ну, то есть, так получается, да, что вы хотите, раз мир — это зеркало, сделать отражение веселее, сделать отражение гармоничнее. И вот в этом идет проработка, в этом идет работа над собой, над своими какими-то внутренними переживаниями и страстями. Но при этом идет перемена в жизни, да? Что вы собираетесь предпринять? Жизнь свою менять, отказаться от чего-то из прошлого, начать новое будущее. Действия к этому придется, применять, да? То есть какие начальные действия? Первое, проработать момент, что я за это держусь, отпустить. Второе, начать это менять, да. То есть можно вокруг менять обстановку, уехать в другой город, там ходить, бродить. Можно вообще уехать в другую страну на длительное время. Можно сменить работу. Можно подыскивать себе даже долго место хорошее, но найти его и все-таки поменять что-то. Также по поводу отношений. Вот, может, вы хотите перейти в другие отношения. Допустим, эти опостылили уже, эта обстановка уже вся опостылила. И нужно срочно взять и начать вот это прорабатывать, а потом действовать. Для этого нужно завести первый разговор, потом еще несколько разговоров, да, о том, что нужно отпустить, нужно уйти, нужно взять и сменить там место жительства, снять квартиру, там, я не знаю. Вот у кого какая подготовка на самом деле, но менять что-то придется. И нужно, то есть вы это давно задумали, вы давно это хотели, что взять и вот перейти из одного состояния в другое, из одного места в другое, да. Как вы поступите в ближайшем будущем, уже какие поступки будут? Семерка воды, пока что будете строить планы, активных действий нет. Нужно сделать свой выбор, нужно понять, как действовать. То есть это и есть этап постановки ваших целей, о чем я в жизни мечтаю, от чего я бываю счастливым человеком и как я к этому пойду. То есть идет мечта, идет желание все изменить, но это только пока желание. И вот работа над собой, то есть умение медитировать, умение концентрироваться, умение вот не переживать боль, да, а отпускать боль. То есть не переваривать ее годами, а уметь... Да, я переживаю боль и отпускаю боль. То есть никогда она сидит в вас там как мертвым грузом, черным пятном, а именно научиться взять и ее от себя полностью отпустить и жить без нее, жить без боли. Это уметь надо, да? Вот вы этому как бы учитесь. И ваш поступок — это только обучение этому. То есть нет конкретных шагов, их пока нет в ближайшем будущем. Почему или для чего вы поступите именно так? То есть для чего вы будете учиться отпускать боль и прорабатывать психологические травмы? Двойка земли, чтобы сделать свой выбор. Из двух вариантов, а у вас два варианта действительно присутствуют в жизни. Вы научитесь
показывать себя, а вы не умели. Вы не умели не говорить о своих проблемах, не показывать свои достоинства. Вы научитесь делать выбор. А у вас действительно жизнь вас поставила перед выбором, понимаете? У вас двойки, у вас идут, да, 8 воды, тут же 6 воды, то есть 2, 10 воздуха. Это все говорит о том, что у вас выбор. Выбор между прошлым и будущим. Выбор между прошлым, может быть, и настоящим. Вы как будто бы человек, который до сих пор цепляется, но цепляться уже не за что. И когда вы покидаете какое-то место, это всегда тяжело, но его нужно покинуть, или какое-то состояние нужно покинуть, или человека, понимаете? То есть это нужна трансформация в любом случае, потому что иначе вы будете по кругу ходить, по одной и той же истории. К чему приведут ваши действия по проработке в итоге, да? То есть почему вы поступите так, чтобы сделать выбор, а к чему приведут ваши действия? Ну, тут у нас 7 воздуха, видите? Тут у нас, значит, и голуби, и птенцы какие-то, да, вот или как, ну, может, голубок у нее сел, да, или птенчик какой-то. Вот тут у нас точно гусеночек, тут гуси пасутся. То есть карта показала много-много птиц, да. Она говорит о том, что ваши действия приведут к полету, ваши действия приведут к многим разговорам, новостям и знакомствам. Птицы – это знакомство, это разговоры, это новости, хорошие причем новости, и это полет. То есть вы будете в движении, это первое. Второе, вы сделаете это в тайне от других людей, от окружающих людей. То есть вы куда-то отправитесь, да, и у вас будет много общения, у вас будет много новых людей в жизни, с кем хочется говорить, с кем хочется выразить себя. И даже выразить свои проблемы, рассказать об этих проблемах. И да, вы будете получать много очень положительной информации. Об этом и первая карта сказала. Птицы – это всегда информация, это всегда души, да, души такие, которые приходят в образе птиц и хотят быть проводниками между вами и тонким миром. Поэтому они наставники наши. Так, как вы воспримете этот результат? То, что вы куда-то как будто бы полетите, и будет много знакомств, или перейдете куда-то, и будет много знакомств и новых людей. 9 огня. Я освещаю себе путь в этой темной пещере. Я иду сквозь тьму, и высшие силы сопровождают меня. То есть, видите, вы будете нести свет, вы будете идти вперед, вы будете освещать путь как себе, так и другим. Но это пока не совсем путь с кем-то. Люди могут идти за вами, люди могут подражать вам, но вы себя не будете чувствовать с кем-то. Много будет окружающих, много будет с кем поговорить и даже поделиться, но вы все равно себя будете чувствовать обособленно. У вас это в привычку вошло, и вам еще нужно многое прожить, чтобы вот взять и начать всей душой доверять кому-то, кто был бы близок к вам. Неважно, загадали вы здесь себя или загадали человека, да, вот именно такие ощущения, что трудно кому-то до конца довериться, до конца открыться. Я уже больше открываюсь, я уже больше могу выразить словами, но еще пока сложно. Давайте посмотрим, будет ли с вами кто-то дальше, потом. Видите, вышла карта колесница, тут уже 2 лошади, черная и белая. Здесь она несется во весь опор, эта колесница. Она всегда тоже показывает отъезд. У вас смена места жительства, скорее всего. И да, 2 лошади, значит, рядом будет кто-то, у кого такие же цели, как у вас. Найти себя, обрести свое счастье и быть более открытым, доверчивым для кого-то, хотя бы одного человека. Открыться кому-то, кто является твоей противоположностью или твоей половинкой, или твоей, как сказать, родственной душой. Черные и белые лошади, они вроде как и не похожи, и похожи одновременно, правильно? У них есть противоположности, но есть и одно качество. Поэтому здесь вот вам появится в жизни кто-то, кто действительно отражает вашу душу, да, и кто действительно похож и противоположен вам одновременно. Ну, хотя бы по полу точно противоположен, да. И это не значит, что вы сейчас
допустим, можете быть не в отношениях, но тогда этот человек будет соответствовать больше, да. И если вы его любите, вы найдете с ним, ну, точки соприкосновения, вы найдете в нем общее с собой настолько, чтобы иметь общие цели, да, общие разговоры и общие какие-то хобби даже, там, допустим. Больше времени можно проводить вместе, можно даже бизнес семейный завести. Но главное вот ощутить это единство. А до этого нужна вот эта работа, которую мы с вами обсудили, над собой и над своей жизнью. Ну вот такой вот сегодня ответ дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите и всем до новых встреч. Пока-пока.